В эфире обзор экономических событий, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. С 1 февраля проиндексированы на 4,9% ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, лицам, пострадавшим от радиации и некоторым другим категориям льготников. Также проиндексируют стоимость набора социальных услуг, входящих в эту выплату, лекарства, лечебное питание и тому подобное. Повышение также коснется пособий обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 1 февраля вступил в силу закон, устанавливающий требования для социальных сетей с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей из России и тех, чья реклама направлена на россиян. Они должны не допускать на своей площадке распространения информации определенных категорий, соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные российским законодательством, и установить правила пользования соцсетью, которые не будут противоречить законодательству. Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр. Провайдеры должны будут предоставлять данные, которые позволят идентифицировать владельца социальной сети. С 1 февраля для индивидуальных предпринимателей, предпринимающих специальные налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Они обязаны указывать на кассовом чеке наименование товаров и услуг, а также их количество и цену. При нарушении правил предусмотрен штраф для должностного лица в размере 3000 рублей, для индивидуального предпринимателя или юридического лица – 10 тысяч рублей. Страховые компании заработали на продаже таких продуктов в 88 раз больше обычного – 74 миллиарда рублей. Речь идет о страховке от коронавируса. Процент отказов от страховых выплат по коронавирусу тоже был высоким и составил 13%. Это было связано с недостаточным информированием клиентов, что конкретно считается страховым случаем, какие есть исключения и как получить выплаты. Стоимость полисов в разных компаниях варьируется от 1800 рублей до 8,5 тысяч. Большинство страховщиков предлагают компенсации в случае заболевания, стационарного лечения и смерти. Выплаты при заболеваниях составляют от 20 до 110 тысяч рублей, в случае смерти от 500 тысяч до 1 миллиона. Кабинет министров выделит свыше 68,5 миллиардов рублей на пособие по временной нетрудоспособности. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из-за пандемии нового коронавируса нагрузки на бюджет страны сильно возросли. Кроме того, Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на специальные выплаты медработникам за обнаруженные онкологические заболевания у пациентов выделят свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей. В пресс-службе правительства уточнили, что соответствующие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. Также председатель правительства подписал распоряжение о распределении свыше 18 миллиардов рублей территориальным фондом обязательного медицинского страхования на зарплаты для новых сотрудников учреждений здравоохранения, врачей и среднего медперсонала. Программа льготной ипотеки, запущенная в апреле 2020 года и продленная до 1 июля 2021, заметно разогрела рынок недвижимости. На фоне низких ставок и девальвации рубля ипотека стала одним из самых популярных видов инвестиций. Многие россияне брали ипотечные кредиты, а кто-то и потребительские кредиты на первоначальный взнос, мало задумываясь, что это долгосрочная перспектива. И долг банку придется отдавать, несмотря на финансовые трудности. Эксперты еще осенью предупреждали, настанет момент, когда россияне окажутся не в состоянии обслуживать свои долги. А сегодня этот прогноз выглядит еще реалистичней. За 11 месяцев 2020 года объем выданных ипотечных кредитов в стране превысил 3,7 триллиона рублей. Это на 23% больше рекордного показателя 2018 года. Согласно последним данным Центробанка, на 1 декабря 2020 года объем просроченных ипотечных кредитов на балансах российских банков достиг 72 миллиардов рублей. Это рекордный показатель за всю историю жилищного кредитования в России. К этому часу пока вся информация. Свежие новости в свежем выпуске.